Комплексы ресурсов развития территории СКФО научно-практическая конференция по таким названиям прошла сегодня в научной библиотеке Ингушского университета. В мероприятии приняли участие студенты, магистры и профессорско-преподавательский состав. На прямой линии собравшимися были также и представители соседних республик. Какие вопросы были вынесены на повестку, расскажет Амина Бокова. Запись экрана включена. За мониторами студенты, профессоры и преподаватели из 10 регионов страны. Научно-практическая конференция, посвященная комплексному развитию территории СКФО, проходит в режиме видеосвязи. Открывает ее исполняющая обязанности ректора Ингушского госуниверситета Фатима Албакова. Деятельность университета, научного сектора университетов нацелена на развитие научного мышления у студентов, и не только у студентов, но и у преподавателей, научного мышления нового уровня, который требует сегодня современные тенденции развития науки и в контексте цифровых технологий, и в контексте каких-то тонких, точных наук. Вот это научное мышление мы должны развивать со школьной скамьи. Мы должны оказывать целенаправленное влияние на формирование студенческих научных стартапов, начиная буквально с курсовых и на основе квалификационных работ и исследовательских магистерских работ. Слова напутствия сказаны. Пора переходить к обсуждению насущных тем. Первый докладчик конференции – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики НГУ Марина Китиева. Она поднимает вопрос специфики пространственного развития регионов Северного Кавказа в долгосрочной перспективе и приводит не очень оптимистичную статистику. По сведениям Росстата, в 2019 году регионы СКФО имели самые низкие социальные экономические показатели по сравнению с другими регионами страны. То есть среднедушевые денежные доходы по округу на 2019 год составили 23,4 тысячи рублей, что ниже общероссийского показателя 33 тысячи и средних значений соседнего ЮФО 28,3 тысячи. Уровень безработицы в СКФО составил 11%, что выше общероссийской величины в 2,5 раза, то есть по России 4,6. Проведя глубокий анализ проблемы, Марина предлагает и пути выхода из сложившейся ситуации и озвучивает перспективные для развития регионов СКФО направления. Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития многих отраслей. Это агропромышленный комплекс, туризм, санаторно-курортная сфера, электроэнергетика, развитие отдельных видов добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, также реализация транзитных функций. К примеру, уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов территории Северо-Кавказского федерального округа создают благоприятные условия для развития туристско-рекреационного комплекса. В ходе дискуссии участники обсуждают поднятую тему, вносят свои предложения по решению озвученного вопроса. Мнение коллег ждет и магистрант-историк НГУ Магомед Зарахов. Его работа посвящена сохранению уникальных памятников материальной культуры Горной Ингушетии. В данном докладе я постараюсь поднять основные вопросы, которые стратегического характера, на решение которых на перспективу приведет к улучшению в целом сферы сохранения и исследования памятников истории и культуры. В первую очередь, забегая вперед, я отмечу, что вопрос наличия специалистов, кадров является решающим в данном направлении. В режиме видеосвязи конференции подключены участники из еще 10 регионов страны. Доцент кафедры «Кредит и антимонопольное регулирование» Чеченского госуниверситета Магомед Таштамиров рассказывает о цифровой финансовой доступности регионов с низким уровнем банковского развития. Это одна из актуальных на сегодняшний день тем, считает декан НГУ Муса Миржоев. Особенно важные, я думаю, задачи для всех регионов России – это развивать экономику и найти те точки отступа, от которых мы можем начать и что-то предпринимать, конкретные шаги для того, чтобы все-таки мы нашли эту точку опоры для развития целой экономики. Но в любом случае мы должны идти с тенденциями, с наукой, сочетание всех этих вопросов для развития нашей территории. Я думаю, что все-таки основную составляющую из этого является цифровизация, потому что цифровизация, она позволяет взаимодействие всей общественной, хозяйственной жизни всех
областей развития и так далее. Научно-практическую конференцию Ингушский государственный университет проводит в рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий, который был объявлен Владимиром Путиным. Ну а участники конференции планируют и дальше обмениваться мнением и развивать свои идеи, но уже совместно с коллегами из соседних республик. Ведь только объединившись, научное сообщество сможет решать глобальные проблемы и улучшить качество жизни в наших регионах. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24.